Отдельным домовладением перекрыли доступ к энергосети. Эта мера коснулась только тех жителей, кто использовал ресурсы незаконно, без оформления договора и оплаты по факту. Незаконное подключение провоцирует низкое напряжение в домах соседей и является угрозой безопасности, так как нарушаются все существующие предписания. Подробности у Марины Котеевой. Увидев эти столбы, любой поневоле удивится, как они вообще могут удерживать провода, если сами едва стоят. Деревянные, покосившиеся и уже давно прогнившие, не говоря уж о том, что некоторые из них лишь самую малость выше человеческого роста. В общем, о безопасности здесь даже и речи не идет. Да и в целом эти новостройки в Яндре уже давно у энергетиков словно бельмо на глазу. Исправно платят за свет здесь лишь несколько домов, и коммунальщикам ничего не остается, как попросту в очередной раз отрезать потребителей. Но и это приходится делать с осторожностью. Я его обрежу, он упадет. Вы что, видите? Он нагнулся, согнулся, все это стоит. А дальше еще хуже. Вот такие опорчики стоят. Дети даже доставаться будут. Словом, пришлось спуститься вниз по улице и отрезать провода чуть дальше, чтобы не провоцировать чрезвычайную ситуацию. Как только улица обесточена, на ней тут же появляются местные жители. Хадичех Киева живет тут несколько лет. И электричество в дом, как и многие ее соседи, провела своими силами. За свет она, кстати, не платит, но с действиями энергетиков категорически не согласна. Говорит, что об отключении ее обязаны были предварительно оповестить. Я подключилась, как и все подключаются. Разумеется, я подключилась просто так, ни у кого это не спрашиваю. Соответственно, спросила у тех, кто ранее подключил себе свет, и от них я переложила. Но ко мне ни один человек не являлся, чтобы там я оплатила этот свет. Также никто со мной не приходил там, заключать договор, как же газовики приходили. Газовики ко мне приходили, я оплачиваю газ, соответственно, все, как и законно должно быть. Правда, чуть позже выяснилось, что к ней вчера все же приходили и предупреждали об отключении света, но не уточнили, когда именно. Вчера к ней подходил, объяснил ей, что пришла туда, заявление написала. По улице Льва Толстого та же ситуация. Все дома подключены незаконно. Соответствующего договора нет ни у кого, и у Зареты Имагожевой в том числе. Она живет вот в этом щитовом доме. Когда она только обживала эти места, у нее даже соседей не было. И электричество она протягивала сама. Я за этот свет, за каждый этот столб, чтобы провести свет, за каждый, чтобы прокрутить этот кабель, платила деньги. Вот, если бы у меня сегодня возможность была, то я бы оформила эту землю так же, как положено, провела бы свет. Но нет этой возможности сегодня. Если столбы нам дадут, как положено, проведем свет. Газ, воду, некоторые потом юртас. Он в прошлом году нам это все сделал. Вот самое главное, нам сейчас свет. Вот, что у нас вот это остается, свет. Глава местной администрации не отрицает, что давно в курсе этой ситуации, но ничего не может поделать. Для приобретения опорных столбов и трансформаторов в бюджете нет средств. Каждый год в муниципалитете пытаются заложить необходимую сумму, но требуемых 4-5 миллионов набрать не могут. Я обращался в МРСК с просьбой, чтобы они нам выделили столбы. Эти столбы лежат, привезенные в Карабулакском рейсе, вот эти столбы лежат, с просьбой выделить нам вот эти столбы, чтобы поднять вот эту линию, высокую линию, вот где вот эти люди живут. Мы договорились с этими людьми, что они купят складчину, мы купим трансформатор, а вот линию провести у них это денег не платят. Людей тоже, как вы видите, какие здесь люди живут, малоимущие люди, практически все. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни вот эти столбы, которые нам обещал товарищ Кузиков и товарищ Аушев, оба мне обещали, что они дадут эти столбы. Если они нам эти дадут, мы как раз вот сюда, вот где мы стоим, на этом месте установим трансформатор. И отсюда уже постараемся, сколько мы сможем, мы сделаем, сколько люди сами смогут, уже легче будет. Электрики говорят, что эти улицы они уже обесточили буквально вчера, но сегодня все дома снова подключены. Понятно, что в нарушение всех правил и инструкций. Приходится вновь резать провода, и нового выхода коммунальщики не видят. Кстати, из всех этих новостроек лишь эти 4 дома оформили отношения с энергетиками по закону. На повине незаконно подключившихся соседей страдают от низкого напряжения. Если вот, например, какие-то сильные ветра пойдут, и может быть этот столб упадет, наши тоже дети гуляют. И тогда получается, за что вы платите? Как вы видите. Энергетики говорят, что порой на действующих трансформаторах висит столько дополнительных потребителей, что у аппарата банально не хватает мощности. Страдают от этого прежде всего сами жители. Так зачем же создавать неудобства себе и своим соседям? Не проще ли узаконить свое владение и подачу в него света, газа и воды? Люди должны прийти именно туда, в РЭС,
написать заявление о том, что он хочет подключиться к нашим сетям и значит, заключить с нами договор. Тут же ему приходят люди, устанавливают счетчик, акт установки, и все, он становится законным потребителем. Уже на него открывается лицевой счет, он уже в базе данных. Людей, которые нету в базе данных, мы просто никого не должны не уведомлять, как здесь были случаи. Мы должны... Это просто хищение получается. А фактически РЭС и не виноват. Как только потребители легализуются, энергетики тут же пересчитают требуемую мощность, чтобы каждый дом получал необходимое количество энергии. Тем более, что сейчас значительно упростились условия оформления документов для тех, кто по какой-то причине не может сам прийти в РЭС. Достаточно обратиться в местную администрацию, где скажут, какие документы необходимо собрать. Кстати, коммунальщики еще раз обращают внимание должников. Оплачивать счета на дому стоит только тем контролерам, которые пришли к вам с кассовым аппаратом и выдадут вам взамен квитанцию. В этом случае у вас на руках будет документ и доказательство платежа. Масштабные рейды по отключению электроэнергии электрики начали в этом месяце. Они, разбившись на группы, разделились практически по всем населенным пунктам республики. К примеру, в этих новостройках сегодня от подачи электроэнергии было от 40 домов на 7 улицах. Это, конечно, жесткие меры, но другого выхода из сложившейся ситуации они просто не видят. Марина Котиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.